Давайте лучше сделаем так, что я из учебников поспрашиваю у вас фразы, потом возьмем новую тему, если время останется, посмотрим. Если нет, то на следующее занятие. Все записали? Ну ладно, ты не записал, кто-то не записал. Ну, на следующее точно тогда, что будет делать, вы можете? Я еще приходил к ухищрению, поскольку компьютер не читает удмуртских букв, я их делал там жирными, и вот от руки, чтобы не жирные буквы. Да. Так, давайте из учебника у нас была страница 50. Я вас погоняю по фразам, они, может быть, более знакомые вам. Надеюсь, читали. Так, как будет зима, Илья? Угу. Коля, как будут весенние месяцы? Тулы столыжьёс, весенние месяцы. Тулы столыжьёс. Тулыж — это и месяц календарный, и луна. Ну, в смысле, вот луна месяц, да? Как будет яркое солнце, Артем? Так, шунды. Шунды. Угу. Очень близко к яркому. Не, яркыт. Ага, яркыт шунды. Поднимается, Рома. Не скажешь. Джицке. Угу. Джицканы подниматься, джицке оно поднимается. В каком предложении? Это, значит, рядом со снеговиком. Есть. Джицке. Да. Ну, веле джутское. Угу. Веле джутское. Да, все выше и выше поднимается. Снег тает. Олёш? Лымы, а вот стает я забыл. Угу. Шуна. Смотрите, шуныт — это теплый. Шунаны — это таять. А почему а на конце? Это же третье лицо. Шуна. Шунаны глагол. Шунаны. Ужаны. Вераны. Все глаголы второй группы, и в третьем лице единственного числа мы просто не отсекаем, и остается форма вот эта. И все понял. Лымы шуна. Снег тает. Так, гейки журчат. Михаил. Близко. Множественное число. Где это есть? Угу. Вот строчкой ниже после снега спуститесь и найдете. Реки журчат. Шурьёс, жилирто. Угу. Жилир — это вот звукоподражательное слово, которое журчание передает. Вот тыло бурдоус, интересно. Угу. Тыло бурдо, да, тыл — это тыло, нет, тыл, сейчас. Тыло — это бурд — это крыло, а тыло — это перо. Пернатый, крылатый. Угу. Зеленеть, Коля. А как будет желтеть? А как будет краснеть? Шо нет, гордектыны. Угу. Чернеть. Все можно цвета пробежать и сделать. Щедектыны, гордектыны. Угу. Умой. Илья, лето приходит. Уже. Угу. Приходит. Мно это идут. Приходит. Кошкино. Нет, кошкны это уходить. Лыкте или прибывает еще глагол. Вуэ. Да. У глагола вуны здесь еще есть другое значение в предложении бусосын юнянь вуэ. Последняя строчка вот прям на этой страничке. Бусосын юнянь вуэ. Но там не в значении, что зерновые приходят, прибывают, а в значении созревают. У глагола вуны, значит, есть одно значение прибывать, приходить, а второе созревать.
Мгм. Ой. Так. День меняется, Артем Кожевоз. Ну, налпы. Нет. Чуть ниже, строчкой ниже. Кужоме — это кужомыны удлиняться, куж, да, слово. Вакчи — это его антоним. А дальше вот в той же строчке со словом день. Воштышке. Пустышки, Но да. на воштышке меняется, воштышканы меняться. Угу. Значит, здесь вот антонимы куж длинный, вакчи короткий. Инважот, то есть в июне день меняется. Да, угу. В месяце июня, да. Как будет трава? Может быть, знакомая. Да, знакомая. Ага, вот Артем уже правильно сказал. Турин, да. Угу. Да. Как будет вот синоним для вуны в значении созревать? Олёш, тут есть. Сейчас посмотрю. С клубникой, с земляникой. Кишма. Угу. Кишма, да? Кишманы. Кишманы — это тоже созревать, и еще этот глагол употребляют, вот когда человек устал, типа я созрел. А будем Будуны — расти. То есть, если Виктория созрела, мы говорим узы бары кишма, да? Да, или узы боры вуэ, тоже можно сказать оба. Угу. Но это в настоящее время созревает. Угу. Илья, как будет купаться в реке? Дорын. Нет, в реке. Где? Шур. Шуре. Шурын. Шурын. Угу. Шурын. А купаться, плавать? Плавать. Плавать, прям вот плавать просится. Похоже. Планы. Плащканы. Ага. У мой Коля Кожевоз под ногами шуршат, шелестят. Приёсулын чаштыр. Угу. Или пыдулын, можно сказать. Пыд — это нога, улын — под. Чаштыр — то шумят. Чаш — это тоже звукоподражательное слово, оно шум обозначает. Угу. Чаш — шумно, можно просто сказать. Угу. Это последний строк. Как будет золотая осень, Михаил? Зарнище жил. Сижил. Сижил. Сижил, да. Зарни сижил, правильно. Зарни — это золотой. Угу. Сейчас, да. В сторону юга летят, Артем. Я уже подряд иду, чтобы вам было легче. В сторону летят. Да, правильно, правильно. Лымшор, пала, лобо. Шонер, да. Лымшор — это юг, пала — это в сторону, да. Лобыны — это лететь. Отсюда, ну вот, неологизм такой, самолет, асвобед. Как бы от глагола лобыны асвобед, который сам летает. Ну, самолет сам летит. По такому же принципу в удмуртском языке придумали вот это слово последнего времени. А летать лубыны, да? Лобыны — это полететь, а лобаны — многократно А. летать, да. А лобыны — лететь, да. Угу. Снег падает. Рома, попробуй. Ну, снег хотя бы. Снег заневанный. Лымы. Алым. Угу. И падает уще. Не возьму.
Лымыуще. Снег падает, как вот дождь идет, дождь падает. Боже, вот так стыдно прям. Зор. Мгм. Зор. Мгм. Так, а зор это дождь ведь, да, у нас? Дождь, да. То есть мы можем сказать зоре, идет дождь, или зоруще, падает дождь. То же самое со снегом. Лымыуще или лымыя. Олёш, как будет? Дети катаются на коньках, лыжах. Неупиос. Все есть текст. Когда там было низколыны. Низколаны, да, низкыла. Сейчас посмотрю. Да, неупиос, куасен, конкиен, низкылало. Это прошедшее время, да? Нет, это настоящее, это мапало, ужало, верало, это третье лицо множественного числа, да. Коля, как будет? Люди ждут весны. Ригнос, тулыс, войшмало. Тут будет только винительный падеж тулысез, да, это запомните, тулысез вожмало, ждут. Как будет я жду весну, Артем? То есть адиамиос тулысез вожмало переделать на я жду весну. Мон, тулусес, вожмишко. Вожмашко. Вожмачко, да. Вожманный глагол. Вожмашко тоже мой. Олёш, как вот я жду зиму? Мон Эз. толез вожмачко. Мон лымыез вожмашко. Я жду снега. Мон лымыез вожмашко. Тут везде будет винительный падеж. Жду чего? Вся Москва лымыез. Вожма. Вожма. Уже сегодня по-настоящему весной запах. Да. Синица сегодня по-весеннему уже поют. Сегодня прям, да, щенится. Тунне тулыскать. Сегодня как весной. Умой. Кыча куаш тунне. Какая сегодня погода? Тоне, шунты, Шунды макаре. Ну или просто можно сказать Шунды яркое солнце. Сегодня яркое солнце. Тоне, Точно. якыт, шундые. Шунды. Шунды. Шунды это мое солнце. Это Мгм. обычно кому-то могут обратиться. Да. Солнышко-то мое. Тогда Да. шунды. Тунне яркет шунды. Да. Если хотите глагол, то какой глагол? Коля нам подскажет. Какой глагол с солнцем может быть? Пиштаны. Да, шунды пиште, яке греет. Помните, у нас в песне было «Солнце не греет». Ну, это Юля. Шунты. Укшунты, да. А тут шунте греет. Ой, так это можно песню Висбора «Милая моя, солнышко лесное» переводить. Да. Тунне яркет шунды пиште, но укшунты, но не греет. Правильно? Не греет? Ну же да, не ещё? греет еще пока. Еще что можно сказать? Сейчас скажу, дождь не идет. Угзоры. 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 Тоже мой. Ну и снег не идет. Углумы. Лумы я. Углымыя. Углымые. И еще сказать, что тепло так-то. Вот греет и тепло, они рядом. Тогда И солнце тоже рядом. Что это за слово? просто шунте. Шуныт. Шунит. Тепло. Да, Шунут. кижит и шунит. Тоже мой тау. Олёш, Мариша Куащарич Вероводна, что еще скажешь про погоду? Можно сказать, что трава зеленая, там облаков нет. Облако одно, это пилем. Турын, уг, как там, вож, я забыл зеленый.
Вож, да. А, Наоборот, Турын зеленый. Турын. Турин Вож. Угу. Турын Вож. Пилем Пилемьёс Эвел Тунне. Угу. Пилемьёса Вэлтунне. Угу. Что еще? Ну вот птички поют. Пилабурдос, да? Угу. Кырджал. Эй, Сейчас я думаю, это у нас какое лицо получается? Кырджалы. Третье лицо множественного числа Кырджалы, да? Кырджало. Кырджало. Угу. Или помните, я говорила про птиц, чаще говорят чердыны. Это высокий голос. И чердыны в церквях тоже. Ага, ну когда кырджалу скажете, тоже будет понятно. Просто кырджан это что-то с текстом, а у птицы, как правило, нет текста. Ну, по крайней мере, мы не знаем. Пислек, это синичка или зимородок? Пислек это Кырджало, синичка. как пишется? Кырджаны. Коля Марверачкот, Коля что-то. Кытын ты шундес аджиды. Шундеес. Откуда вы увидели солнце? Не откуда, а где? А, где? Возможно, что Инмар. когда ты шел Да, на времена урок, действительно. еще не было солнца, но сейчас уже солнце есть, да. Инмын. Да. Инмар это бог, ин это небо, инмын в небе. Толсуре шунды пиште тямыс часын. Тямыс час гене. Пиштиз. О. Ага, это мы пройдем потом. Да, солнце светило в декабре только 8 часов. Клемарен витон минут пала. В прошлом году еще меньше светило солнце в декабре, около часа, что ли, только 50 минут. Или если того не меньше. У мой Илья Ватсавода Мэке. Что-нибудь добавить можете? Спасибо переводчику. Ух. Ярам Коля. Ну, можно сказать, цветы не цветут, листья. Чокет, омыр, одинос, урам ясын, вел. То есть свежий воздух, чистый воздух, людей на улице нет. Ага. Полумалы почему-то. Да, почему-то нет. Урамен адемиос. Был. Мы наличие людей отрицаем, поэтому авел. Ну, поисерьез. Но поишурьез новел. И животных тоже нет. Как сказать скоро? Джоген. Джоген пельмень, но. Джоген пельнянь нунал. На решете Тулы спале 1 февраля будет день пельменя. Здесь в Москве будут отмечать. Это суббота, я как раз буду в командировке, поэтому у вас уникальная возможность поехать поесть пельменей. Либо просто организовать прямое включение в день пельменя с Красной площади, это будет на большом экране в Ижевске транслироваться. Да. Поздравлять. Да. На Красной Кто площади. будет поздравлять? В Ну, смысле? землячество, да, спортсмен. Нет, они 8 делают. Да, 8 числа. 8, а Герб делает 1 февраля. А. Зачем это надо делиться, я не очень понимаю, ну ладно. А куда идти за пельменями? Я вам напишу адрес, хорошо? Умой. Ладно, типа справились, хорошо. Идем дальше. Ведь то не лет и бам, 54-я страница. Было сообщение, один сменил свою фамилию, как там с пельменями связано. Получил 200 килограмм пельменей от фирмы в награду. И у него по паспорту была такая пельмень какой-то там, единая фамилия. Но он потом обратно Так поставил. пельмени уже готовы? Вы будете стряпать. Бесплатно? Стряпать, да, за продукты платить. Артем, ой да Куцком. Значит, надо сказать 25:02, то есть надо сказать 25 февраля. Вспоминаем числительные. Да. Кыш. Кыш. Кыш ведь эти, киш вот эти. Ближе к весне.
тоже будет числительное. Значит, числительное 36-я, куамын, куатет и бам. А месяцы в учебнике я не вижу. Были в распечатке. Угу. Тулы спал, подскажу, вы пока ищите. 49-я. Тулы спал, половина весны. Сторону весны. Угу. Да, 49-я. То есть 36-я и 49-я. Ага. Значит, и шодик пол. Так, окмыс. Укмыс. Надо порядково сделать. То есть- Эти, укмыс эти. Угу. Толсур. Угу. Толсуре, когда? Когда вопрос когда, мы должны в конце месяца добавить или или е. Там Мгм. тулы спалая. Да. Угу. Умой, Рома. Das Тямыс. Угу. И теперь сделать порядково из него. Das Тямыс эти. Угу. Квартолеже. Угу. Да, стямы с этой квартолеже. Квартолеже это у нас май, месяц листьев. Угу. Олёш, Куамысети. куамын. Куамын И к нему суффикс порядкового числительного. Куамын, эти. куамынети. Куамынети. Юштолыже. Угу. Вас потом могут исправить некоторые носители диалектов. Тут, видите, в конце должна быть и твердая. Просто в северном диалекте это мягко произносится. То есть куамынети. Угу. Да, куамынети по правильному, по литературному. И в большинстве диалектов. А север говорит куамынети. Угу. Илья. Нет, это уже было. Надо 2011. 21, Илья, 2011 надо. Кыжеты. Нет. Коньдон это деньги. Ноябрь. Нет, ноябрь. 11 это ноябрь. Это месяц, когда застывают реки. Река замерзание. Лучше посмотрите, не гадайте. Лучше посмотрите, не гадайте. 49-я страница. А белки созревают. Угу, Шуркенмоне. Угу. Умой, Коля. Das Odegeti Warушина. Умой, Михаил, 27 июля. Киш, Чижмети. Июль. Так, видите? Самый жаркий месяц. 49-я страница можете подглядеть. Но вообще самый жаркий месяц. Так, 49-я. Просто Пештележ. Угу. Пештолеж. И надо сказать в. То есть суффикс еще надо добавить в конце. Или е. Угу. Пештолеже. Кыщижемет и пештолеже. Тоже мой. Артем. Das Ниль эти. Середина зимы. Толшол Толшоре, да, после ре будет е писаться, произноситься немножко твердо, да, толшоре. Умой, Рома. Кватеты. Квань вы. Кони, Кони вуоне. тоже мой. Угу. 1 августа это нарыщети гудри кошконе, да? Ожи, шане. Угу. Юан, если вы кто еще то дайте ответ на вопрос. Да. Илья, Да. читаем вопрос. Да, Угу. Что это? Какой Кычет? сегодня день недели? Шане. Где-то в час. Сегодня суббота, подсказывает. Кэче, Хорошо. Хорошо. кэче космонавт. Ни кыче, никакой, а надо сказать, сегодня суббота. Кэче,
Кэснунал. Кэснунал. Кэснунал, мы знаем, это у нас сухой день переводится, кэс сухой или постный, да, сегодня постный день. Коля? Книети число туне, дас темесети, тушо. Тоша. Чукажелос Евле Султон. Завтра крещение, по-удмуртски оно называется Евле Султон, буквально вставание на лед. Почему? Потому что удмурты считали, что злые духи вожо, да, вот был период вожодыр, когда злые духи ходили по земле, что вот в день Евле Султон, 19 января, они уходят под лед, в воду. Так И- получается, мы играем сегодня в игру нечистые духи. В игру нечистых Да, духов. да, конечно. Вот, и поэтому, например, считалось, что злые духи живут в воде, и моя бабушка на полном серьезе не разрешала до Троицы нам купаться, например, потому что считалось, что в Троицу освещают воду в реке и как бы злых духов изгоняют, а до этого момента купаться нельзя, Какого? до Троицы. То есть, допустим, в мае очень жарко, ты хочешь купаться, но бабушка говорит, нет, Троицы еще не было. А когда Троица? Ну, она скачущая дата, где-то там в районе 10 чисел июня обычно бывает. О, Да. Вот. А завтра будет Евле Султон, и вот в этот день, например, раньше, по крайней мере, вот в моей семье делали блины с кашей гусиной. То есть на гусином бульоне варили кашу ячневую. Вообще ячневая каша – это основная ритуальная каша удмуртов, по крайней мере, нашего севера. Вот. Варили какая каша? каша на гусином бульоне. Ячневые. Ячневая каша. Ячневая каша на гусином бульоне, пекли блины, и потом кашу заворачивали в блины и вот так ели. Джукомилим называется. Когда ели? Ну вот завтра должны были бы. А если не секрет, вроде как язычество, наверное, или смешано и то, и другое Вот было? это смешано, потому что вот Евла Султон, что духи под лед уходят, это языческое. А то, что Троица освещает, это уже христианское. Да. То есть как бы вообще все смешано. А не было такого, что народ был, может быть, против христианства? Конечно. Кто был против тех? Так бежали в Мариэлу, в Татарстан. Да, ну, вот Фаршатовы это у нас беглые, да. Они сбежали. Паршат? Ну, это Надя. Девушка, Да. две, Надя и Катя. Их предки в свое время бежали от христианизации. Куда? В Башкирию. В Башкирии. Да. Вот. Об этом много научных работ существует, о том, как при насильственной христианизации удмурты бежали за пределы удмуртии. Да. И поэтому именно у башкирских удмуртов, у удмуртов Татарстана даже лучше сохранилась вот эта традиционная религия. Они ее смогли сохранить. А внутри удмуртии бесермяне, подвергшиеся мусульманским. Да, но у нас, в принципе, у бесермян, в принципе, не было как бы такой куалы. Неизвестно куала как ритуальный храм вот этот. Какой храм? Куала. Куала – это место, где удмурты молились. Была куала в хозяйстве, то есть на территории двора, и была куала еще общая для рода, большая. А рощи марийские и удмуртские такие же? У нас здание есть, и вокруг него территория, которая относится к зданию. Скорее, не столько рощи, сколько больше, наверное, луг, поле. Оля, а что за странная пословица? Марийские пальчики стреляют. А мальчики. Мгм. В свое время марийцы и удмурты бились за территории, примерно нынешняя Кировская область. Удмурты жили и там тоже. И марийцы нас вытеснили оттуда. И в истории осталась фраза, когда трещат бревна дома от холода,
или в лесу деревья трещат от холода, то удмурты говорят: о, марийские мальчики стреляют. А у марийцев обратно, когда у них так же трещат деревья или бревна, они говорят, что удмурты стреляют. А как это звучит по-русски? Ну, в самом начале. Да, я помню, но забыл уже. Пор, пес и былышко. Сейчас напишу. Потому что иногда хочется сказать эту фразу и не помнишь как. Пор, пес и былышко. А почему Вожедор это злые духи? Вожодыр — это время злых духов. Вожо — это злые духи. Время такое переходное. Почему-то именно это время выбрано, потому что день сменяет, ну вот как это называется правильно, 22 декабря, Все, все. Нет, равноденствие, Это злые духи приходят. когда самая длинная ночь и самый короткий день. И потом происходит смена. Вот вообще вот эти все переходные периоды удмуртов считали, что они самые опасные, потому что ну, как бы злые духи берут верх. Допустим, Акшан Вакыт, время сумерок у удмуртов тоже считается самым опасным временем. Вот переход из дня в ночь, вот этот переходный период считается самым опасным. То есть, например, в этот период не разрешают стричь ногти. Скорее всего, это связано с тем, что просто темно, и ты там не то сострижешь, да, вот, а объяснить не могут это, то есть просто говорят, что это опасное время, что нельзя вот стричь ногти, нельзя там, что мне тоже что-то запрещали, ну, читать книги понятно, потому что глаза испортишь, да, что в этот период надо себя более спокойно вести, в переходный, вот, когда Вот вы на фестивале день в ночь. столько интересных пословиц, еще про дождь, грибной дождь и солнце, свадьба волка с медведем, что-то такое. Да, когда идет дождь и светит солнце, это называется разные есть названия. Например, это свадьба, по-моему, медведя с волком, что ли. Ну, то есть там очень много разных версий. Татарская свадьба. То есть такое явление природы, которое не очень понятно человеку. Вот. Потом вот про переход тоже, да, например, считается, что нельзя сидеть на пороге, нельзя на него наступать. Если ты будешь сидеть на пороге, это как бы раздел между внутренним миром, да, домом, и внешним, там, где злые духи, что ты, сидя на пороге, ты как бы притягиваешь злую силу, духи, и с тобой что-то непременно случится. Вот, поэтому к этому тоже очень щепетильно относятся, не наступать, не садиться на порог категорически нельзя. Ну да, в некоторых рассказах, чтобы колдун, который порчу навел, его выявить, значит, на дверь нож втыкают, и все могут выходить, этот, кто порчу навел, не может войти. Да, да, да. Получается, воспринималось все марийское, татарское, как непонятное. Ну да, татарское как чуждое, непонятное, да, пестрое, вот, да, злое. То есть я тоже, наверное, говорила про Бигер Пушнер. Бигер — это татарин, да? Пушнер — это крапива. Самая злая крапива, такая самая жгучая, она татарская крапива. А марийцы это, ну, хорошо? Ну, мы с ними за земли дрались. Как бы, что мы родственники по языку, это не считалось. А еще город назван в честь того богатыря, который дважды прогонял марийцев, и только после этого они ушли за реку. Это вот в игре-то было. Щелта, наверное, по-моему, Щелта, Да, да. Да-да-да, в игре было Щелта, это сейчас по-русски Селты, да, поселок на западе, получается, Удмуртии. Вот, да, это богатырь, который участвовал якобы в битве против марийцев за землю. Ну, есть такие легенды, где там меряются киданием кочек, кто дальше кинет кочку или пнет кочку. Вот
такие легенды. У мой кинвела дугдим. На ком остановились? Коля, по-моему, был, да? Я вроде бы сказал, а Да, нет, ну, Коля сказал, значит, Михаил сейчас. Третий вопрос. Толон, кче? Талант учи, Угу. А, Ну, я бы сказала, Толон. Толон Арнялан кче нуналы звал, логичнее, да? какой Что... вчера был день недели? Да, совершенно верно. То есть мы начинаем с Толон вчера, потом называем день недели, и в конце вал был. Талон вал удмуртарня. Шонер, Толон, Удмуртарня вал. Угу. Удмуртарня почему? Потому что раньше у удмуртов до христианизации была пятидневка. Пятидневка. Вал на конце предложения. Да, в удмуртском языке изначально финно-угорская конструкция это сов, да, когда субъект, объект и глагол в конце. А в русском языке сво. Субъект, глагол, объект. Угу. Какой? Какой? Что какой? Удмуртарня. Вчера. Толон. Вал. Угу. Артем? Канияти, чукаже, лос. Угу. Коняет и чукажелос. Сколько? Какое? Которое? Угу. Чукаже. Завтра будет. То есть нам надо сказать чукаже, потом сказать числительное и в конце лос. Чукаже. Как сегодня? Да, 19 завтра. Чукаже. Дас укмыс эти лос. Угу, тоже мой. То есть вал это у нас прошедшее время было, лос будет. Толон вчера, чукаже завтра. Сегодня это тунне. И в тунне мы не ставим связку глагол. Угу. Кыче, арнялын, нуналыс, чукаже, бере лос. Угу. Какой, наверное, какой завтра будет день недели? Чукаже бере. Чукаже это завтра, а бере, А послезавтра? да, послезавтра. Угу. Тогда чукаже бере. Угу. Понедельник. День недели, понедельник. Понедельник, Угу. Рождение. Новин было. Вор, ди, шкон. Вордышкон. Угу. Вор, ди, шкон. Вордышкон лос. Шонер. Вор, ди, шкон, лос. В-О-Н. Дишкон. Да, да, пиши вот как слышишь, я, если что, исправлю. Шонер, тоже мой. Угу. От глагола вордишкны, рождаться. Отсюда фраза «я родился», мон вордишки. Угу. Вордишкны глагол. У мой Олёш. Кня нунал арняын. Какой сегодня день? Нет, коняну нал арняын. Год, да? Арня это неделя, арняын. Сколько дней? Угу. Сколько дней в неделе? Сколько дней в неделе? Арняын, шишим, нунал, йос. Шижим нунал или шижим нунал йос, да. У нас изначально, как и во всех финно-угорских языках, после числительных идет единственное число. Но под влиянием русского языка все чаще ставят множественное. Угу. Кыняну нал арняын. Нет, это было следующее. Кыняну нал толежин. Толежин. Угу. Куамын нунал. Угу. Толежин. Ну, куддырья куамын, куддырья куамынодик, куддырья киште. Куамынодик. Угу. Яки. Угу. Яки куамын. Киш темыш. Темыс. Угу. Ожи. Яки киш ухмыс. Ожи. Угу. Я чуть немножко запутался в этом вопросе. Сколько Дней. дней в месяце, да? Да. А, Ой, да, вот если коняну на толежин. Куамын. Яки куамын одик. Угу. То есть у нас где еты, эти в конце, это порядковое числительное. Там, где этого суффикса нет, это количественное числительное. Вопрос сколько. Коля. Оно что спал. Тулы спал, да, вот сказал, что 28 или 29 дней. Угу. Кня нунал арын. Арын, клинищу, куатон, вид, яки куатон куать, нунал.
тоже мой. Угу. Михаил. Кутон Вардашкит. Угу. Когда ты родился? Угу. Вардашкемюслен. Ладжимуне. Шижимети. Тулже. Аржевадык Щурс Укмыс Щу Куэтункуин. Угу. Так, давайте еще раз. Значит, кутон вордышкит. Это прошедшее время, мы его еще не проходили. Мон вордышки будет. То есть Д отсекаем и форма для первого лица, единственного числа будет. Мон вордышки. Угу. Теперь разбираемся с числительными. Так, сначала год. Мон, ну, можно сказать числительное, месяц, потом год. Шижимети. Шижимети 7-го. Какой месяц? Толже, но число. Шижимешки. А какой месяц? 7-го? Июль. Июля. 7 число, 7 месяц, я хотел А. сказать. 7 число, 7 месяц. Ага. Шижимети числое, шижимети толеже. Угу, если так хотите сказать. А если не так, а через название месяца шижимети жаркий месяц. Пышталыж. Угу. Шижимети пыш толеже и дальше в таком-то году. Ну, у вас, по-моему, все правильно было. Щурс. Щурс, Укмыс, Щу, Куатьон, Куин. Нети, куатон куинети, арын. Да, просто надо было порядковое числительное сделать и все. Тоже мой. Угу. Артем. Кыче, толеже, тон, вордишкит. Угу. Так, какого месяца ты родился? Да, в каком месяце ты родился? Мон вордишки. Мне тоже по-русски. Угу. Так. Оштолеж. Же. Же. Угу. Моно что леже вордышки. Угу. Тоже мой. Рома. Кувордышкис. Тенат эшет. Наверное. Можно врать, мы не сможем проверить, когда родился твой друг. Ага. Тогда мы нам Эше. эше, да, мы нам Д это всегда показатель второго лица. Угу. Мгм. Мы нам эше вордышкис. Угу. Придумали, например, 26-е. Кыжеты кватеты. Кыш кватети. Кыж кватеты. Пешто леже. Угу. Шурс, по-моему, да? Да, Щурс, 1000. Шурс нет. Аккуратно. Да. 1400. Нет. Укмыс. Щус. Укмыс Укмыс. щу. Укмыс щу. Укмыс. Тон, наверное. Укмыс. 90. Да, укмыс 91 я хотел назвать. Угу. Укмыстон. Укмыстон. Одигети. Одегеты. Одигети. Я сейчас хотел сказать дас, а не тон. Можно тогда? Или тон? Укмыстон, все. Да, да, 90 стон. Тон, дон у нас десятки Да, обозначает. верно. Угу. Умой. Манечко мажвань. Надо было поставить подходящие после логи. Тут вариаций может быть много. Сделаем. Так, Олёш. Питыр. Нет, это третье. Кунеты. Третье. Выш вылын кочиш кылле. Кле. Кле. Как переведем? Кошка на поверхность, прыгнула на поверхность
Кле это лежит. А, лежит на вот выше. Выш это вот южный вариант пол. А, кошка лежит на полу. Угу. Мой Илья. Пищи диван. Пичипи. Пичи диван. Я не знаю, что такое больше. Ващкны у нас в песнях было не раз. Спускаться. Спускаться. Слезает, да. Угу. Кого взяло? Вот это. Лыж. Пичипи диван дорыш вашке. Это будет переводиться как мальчик спускается с рядом дивана. Это странно. Значит, рядом с диваном что-то есть очень высокое. Скорее, тут смотрите, тут сгруппированы по 3 предложения. То есть там один и тот же послелог должен быть, просто в 3 разных падежах. На, из, куда. То есть Вылыщ. куда, откуда и где. Вылыщ вашке, да. То есть первый человек, который предложит послелог, он должен подходить к остальным тоже. Угу. Пичипи диван вылыщ вашке спускается откуда, поэтому суффикс послелога ищ. Коля? Книга Алсты, Джек, Виле, Поничко. Угу. Книги на стол кладу. Да, Джек Вилле куда кладу на стол. Угу. Умой. Михаил. Тупокон Волынь. Угу. Тупукон вылын. Ну давайте посмотрим. Лучше для разнообразия под. Да, и там потом дальше не будут Что совпадать. такое туп? Туп это мяч. Мяч. Угу. Почему вылы? Ну вот поэтому Почему вылы? Мяч под стол, под стул. вот рекомендуют, да, улын. Почему? Мячи всегда под стулом лежат. В данном случае у нас тут. Хорошо, давайте улын, да. Тупукон улын, мячик под стулом. Артем. Кучапи, пукон, улын потыз, а вот... Вышел откуда? Вот. Ага. Из, да? Тогда, да, улыщ. Угу. Кучапи пукон улыщ потыз. Как переведется? Вот пукон стул. Да. Кучапи это щенок. Ну, щенок вышел из-под стула. Да. Скорее выскочил. Выскочил. Ну, вылез, выполз, может быть. Бычиса, Кушкис. Бычиса кошкис, да. Бегом убежал. Угу. Есть еще дыбыр потыз, да, бегом вышел. Угу. Рома. Кочиш, машина. Очень легко уже было улын, уже было улыщ, осталось только одно. Куда? Это улыщ? Нет. Пушка. Вот ты нашел вот это улын было уже, улыщ было уже, осталось только Неужели? уле, да. Кочиш машина уле приз. Под машину, все, я понял. Да. Как кочиш, машина, уле, пырис, машина залезла под... кошка залезла под машину. Да, правильно. Вот. Пырыны заходить, залезать. Угу. То есть, видите, у нас здесь была форма улын, и она во всех 3 предложениях была просто в разных падежах. Тут солнце спряталось за облако. Да. Шунды пилем щиоры лацкис. Угу. Шанер, шунды, пилем, щерывацкис. Солнце спряталось за облако или за тучу. Пилем и так переводится. Илья. Курка. Шеры. Жужжит пес мут. Ой. Угу. Дети вошли в дом. Вообще нет. Значит, смотрите. Тут может быть... Какой вы вариант? Корка, ще... Из-за дома. Угу. Корка, щерыш. Корка, щерыш. Угу. Да, шерыш, конечно. Да, из-за дома. Что сделал? Джужит пиос мурт потис. Кто такой пес?
Пи. Кто такой Пи? Девочка. Мальчик. Ребенок. Мальчик. Мурт это человек, пиосмот это мужчина. Молодой человек. А, Да. Джужит это высокий. То есть из-за дома вышел высокий мужчина. Я что-то Пушкис написал. Я тоже Пока пушкач. Пушкыш. Можно было бы, но тогда этот послелог не подойдет к другим двум предложениям. А так логично, да, из дома, да. И так тоже, в принципе, можно сказать, шунды пилем... А, нет, шунды пилем пушкы вацкис. Нет, не очень. пес мурт. Мгм. Коля или кто? Да, Коля Беркмет. Кинер Щарын, Чебер, Кишпу, Буде. Угу. За забором, за изгородью растет красивый береза. Угу. Тоже мой. Михаил. Диван дурым не быть поконсовой. Угу. Диван Дорын. Дур это край. То есть у края дивана, ну можно было бы, но скорее, Бордын? но здесь Дорын или Бордын, да. Пушты пумиты. А это? Тут самый вопрос Последний? с последним предложением, потому что, да, если выбрать в первом предложении не поселок, с последним предложением вообще будет что-то Мгм. непонятное. Диван Бордын или диван Дорын, не быть поконсла. Дорын это рядом, а Бордын вот прям впритык. Борды. Угу. Про дур это скорее край, вот, например, мы можем сказать про край стола, Джек Дурын, да, вот, когда притык. С диваном как-то сложнее сказать, потому что он более объемный, не плоский такой. Угу. И Артем Монеше. Мон, Эше, Бордыш, Пукси. Зачем? Куда? Я Я- сел куда? Скорее, если да. туда, то Борды. Угу. Монеше борды пукши, когда совсем впритык. Монеше доры пукши, я подсел к своему другу. Угу. Я помню, Пумиты написал. Мон эшелен пумитаз пукши. Тут была бы более сложная конструкция. Угу. Вазын не подходит, да? Монеше вазы пукши. Диван вазын, но пес, машина вазы. Можно, в принципе. Да. Вазын, потому что примерно такого же плана. Угу. Послелог. Угу. Ну, пилос, машина, дорыш, кошки-зы. Да, шонер. Угу. Дети отошли от машины. Угу. Уште скобкаусты, откройте скобки. Лёш, первое Так, предложение, что? Петр Щарыш. То есть надо сделать правильное предложение. По-русски надо сначала сообразить. Петр учится в Ижевске, да? Да, В в медицинской. медицинской академии, но сейчас у него каникулы. Да, а сейчас он на каникулах. Угу. Петр Дышицкичко. Нет, это я учусь, а Петр Дышицкичке. Дышецке. У нас третье лицо всегда без Короткое, да. ишко, вот этих. Петр Дышицке Ишкарын. Угу. Академия есть? О, господи. Так, сейчас, Мгм. секунду. Почему М академия? Щас. Алло? Алло? Да, да. М это с медициной связанная Да, вещь. Почему я написал? Да, Наталья. Шишка? Да, да, да. Ага. Да, да, я понял. Мгм. Как вы, Михаил, написали? Ишкараз, Мгм. Академия Аз. А, м-м. Шкарлен Академия. Я понял. Или Ишкарыш М Академии. Вот так было бы правильно. В Ижевской медицинской академии. Академия Ну, хорошо. М Удобно. Академии. Обычно слова на я, Мгм, я хорошо, отсекается, и мы работаем с короткой версией. М Академии, и к ней хорошо. добавляем Ну, как хотите, суффиксы. без разницы. Лучше коляван Да нет, тузи. пока стоит. Тетрадец. После Ишкары Шарына. Это подарок Хорошо. на один из Я понял. праздников. Хорошо. Возьматы. Я хотел бы, конечно, чтобы была мужская обложка, но в Москве достать. Я думаю, что в Да и подожду Удмуртии просто, тоже не можете не достать. делать. Хорошо. Такая Ну, ложка. ладно, до свидания. Скажет, попахивает чем.
такая булочка. А, Мгм. значит, Петр дышит с ке Ишкарын, М Академии. Ишкарыш. Сейчас, подождите, он скажет. Ишкарыш, М Академии. Ин, да? Ин, да, где Академия учится. Ин, но Алису каникулы. Мгм. Здесь может быть два варианта. Либо Ишкарын Академин, то есть мы говорим, он учится в Ижевске, в медицинской академии. Либо мы можем сказать, он учится в Ижевской медицинской академии. То тогда у нас будет Ижевская Ишкарыш Академиин. То есть со словом Ишкар будет суффикс иш, а с академией ин суффикс. Мгм. Илья? Петр шукна вайш суте. Дяшишке. Дишашке. Дишашке. Дышашке. Шишке. Чайюэ. Но академия е дышит скины кошкой. Угу. Тоже мой. Правильный порядок слов сделали. Супер. Ваньма зваламон, здесь все понятно. Чукна ваш утром рано встает, да, одевается, ест, чай пьет и уходит учиться в академию. Угу. Коля? Али Петя Мужгаин, один со шутецке, читающие дискотека Елетле, яки черганы. Джитаже... Так странно. Джитаже дискотека ветла, яки чурганы. Ага. Да. Угу. Сейчас Петя в Можге. В Можге. Там он отдыхает, вечером ходит на дискотеку и рыбачит. Угу. Михаил? В Можге. Пушкин. Можга и где Да, суффикс? Можгазы. Пушкин. Нет, нет. Как суффикс местонахождения статика где-либо? Я понял, да, ладно, хорошо. Можгалан тоже хороший вариант, потому что можга может употребляться, да, с суффиксом ла, старым финно-угорским. А еще как бы более распространенный суффикс местонахождения где-либо. Ин. Можгаын. Можгаын. И дальше все. То есть нам надо было только суффикс ин добавить и все. Коркаос. Угу. Да, шанер. Ярате можгаес, суффикс ест, винительный падеж. Угу. Тоже мой. Берг те удмурт кле. Артем, я пою. Сейчас должно как семечки щелкать. Мон Коржашко. Тоже мой. Ты не думаешь, тон, уг, Тон. тон, да, тон, уд, тодышке. Тону тодышка, это ты не знаешь, а думать глагол. Малпаны. Да. Да, тон, уг, Уд малпаш. малпашке. Угу. Тон уд малпашка. Они не танцуют, Илья. Соус уг эктор. Тоже мой, Коля. Мы не любим ярадышки. Михаил. Сопукте. Сопукте он сажает, а он сам сидит без т. Сопуке. Сопуке. Угу. Вы не пьете ты уг. Так. Ты уд юишке. Тоже мой. Ты расчесываешься. Вот сейчас Сынашкны. Тогда тон, сынашкины. Сынашкишкот. Да, ты сынаш. Как пишется? Сынашкны. Сынашкишкот. Да. Да. Всё, запишу. Сын это расческа. Может тогда еще один возьму. Сынашкны. Они не любят. Ну это тоже просто соус, уг, яро. Яра. Ярото. Угу. Сосуг ярато. Я думаю, мон малпачко. Мон малпачко. Угу.
Ты не стряпаешь, тон утперщик. Тонут пирожки. Он танцует. Сойк ты. Ага, Михаил. Ми А, вам все сидеть. укишку ми. Да, я не работаю, давайте еще сделайте. Мон ужашко. Ужашки. Ужашко. Мон ужашко я работаю, но я не работаю ужашки. Угу, Артем. Тон уд, вот рисуешь я не помню. Суреданы. Сурданы. Суреданы. Тон уд сурышишке. Суредашки. Суродышки. Тонут суредашки, да, еще одно. Мы не возвращаемся. Бертыны. Ми уг Ум. да. Ми бертыш тышки. Да. Ке. Ке. Да. Миум бертышки. В единственном числе у нас ишки, отрицание, суффикс, да? А во множественном ишке. Угу. Я не мон, уг, нет, это готовить, Щишкны или щины. Вот я в словаре где-то выводил монук, берык, тощ, кишку. Возвращаться? Ем, есть, это щишкны. Тогда шишки, уг, шишки, шке. К. К? Угу. То есть мон и тон это ишкы, а вот. миты ишке. Угу. Еще дик, вырисуйте. Ты, суреда, шкоды. Ты Да. суреда шкоды. Угу. Илья. Соус ужо. Ужа. Суффикс третьего лица множественного числа. Вторая группа глаголов. Малпало, верало, Ужало. ужало. Соус ужало. И Беркпометезе еще. Он не понимает, как... Соугвала. Соугвала. Да? Соугвала. В отрицании у нас ударение перескакивает на первый слог. Угу. И вишкыл, да, буквально умное слово. Котька ченощашкален зыныз аслас. У каждого цветка свой запах. Угу. Тоже мой. Ура, бытым. Ура, мы закончили с этой частью. Али почтом выль тема. Сегодня возьмем новую тему. Ой, она у меня еще по плану стоит на 15-16 урок, у нас уже сегодня 17. Ну ладно. А у вас 1 числа не будет, да? Да, 1 февраля. Колялы, Ильялы, Олешлы, но Ромалы. Да, мы сегодня должны взять 2 падежа. Они антонимичны, они протагонисты. Антагонисты нам, правильно сказать. Вот. Итак, сейчас Алеша вернется, и мы с вами начнем. Уже явно с этими падежами сталкивались, поэтому я думаю, что ничего сложного. Первый падеж немножко вот посложнее, потому что у него больше вариаций. У второго падежа все гораздо проще. А что, детский сад так и будет, садик? Садики. Ну да, так говорят садики. А, кстати, в английском языке kindergarten полное заимствование из немецкого. Перешло в английский. Да, ну вообще, наверное, в английском много из германского, да, из германских и в плане грамматики. Нет, ну сказали бы children garden, нет, kindergarten. В таком смысле. Угу. Ну что, давайте начнем тогда. У нас 2 падежа, начнем с первым. Творительный падеж. С кем, с чем?
Да, вопрос у него кинен маин. И в самом вопросе уже есть ответ. То есть суффикс будет н, ен или ын. 3 варианта суффиксов. Значит, почему такая вариативность? Ну, н, ен понятно, да? Н после твердых ДЗЛНСТ. И как исключение после коротких однослоговых существительных на у и на и, а ен после всех остальных согласных. Угу. Ин после будет множественного числа и после слов, которые, если вы помните, неотчуждаемая категория, которые у нас лично-притяжательные суффиксы тоже по-особому присоединяли. Вот. И будут еще двойные варианты. Говорят и так, силин или силен, елын или елен. Угу. Ну вот, например, мон я иду пешком, пыдын мынышком. Мышко. Угу. Мон, ну, допустим, так же, да, чтобы продолжить. Мон оляен мынышко. Мон чемоданен мынышко. Смотрите, мон пыдын мынышко, я иду пешком, да, пыдын почему ин? Потому что у нас слово пыд, нога, это неотчуждаемая категория, поэтому суффикс ин. Мон оляен мынышко, гласная на конце, поэтому суффикс ен. Мон чемоданен, то есть я иду с Олей, значит рядом вместе идем, да? Мон чемоданен мынышко, это означает, что я иду с чемоданом, то есть он у меня в руках, например, да? Суффикс н, потому что конечная н твердая. Валамон? А вот можно спросить про пример из таблицы ВИН? Это Да. тоже неотчуждаемое, но, понятное дело, естественно, не часть дела, просто какой-то другой подпункт, который я подзабыл. Военнянь, военнянь. Или это скорее, так сказать, исключением каким-то, потому что здесь как-то... Может быть, просто надо запомнить, потому что это не относится ни к времени, да, вот у нас указание времени еще также меняется, такой же суффикс присоединяет на ин. Не часть, ну, допустим, рукоятка ножа, да, не часть какого-то объекта. Просто, видимо, так закрепилось. Не знаю, воен вот точно так не говорят. Вот если про мясо говорят силен и силен, то про вы вот так никогда не слышала. То есть просто, видимо, надо запомнить. Угу. В принципе, хотели ослабить слово. Да. Вот, когда у нас употребляется, тут более детально все расписано, но суть в том, что, ну давайте прям прочитаем по примерам, то есть указание на орудие действия, одежду или обувь, Рома. Мон самолетом лобичко. Угу. То есть я лечу на самолете, я иду пешком. Угу. Дальше второе предложение. Апуниен шит шишкумы. Угу. И тоді... Здесь орудие действия, то есть ложкой, чем? Угу. Там, да, я ем ложкой, пишу ручкой, думаю головой и так далее. Угу. И... Тоді кишетен милаш. Девочка в белом платке. Да. То есть ее одежда... одежда. Да, одежда. То есть не в чем-то, а с чем-то. Угу. Вот может быть не в белом платье, а с белым платьем. Девочка отдельно и платок отдельно, да. Угу. Угу.
Да, это может быть Но необычно. это нормально, нормально. То есть, вот, мне кажется, это так даже логически, Логично. вернее. Хорошо. Илья. Коммутативное значение, то есть вместе с кем-то совершается действие. Прочитаем пашен, машен. Школа Емано. Угу. Можно по-обратному сказать. То есть можно сказать и Пашу, и Машу поставить в падеж, а можно только одного. Паша Машаен школа Емане. Тут может быть, знаете, такой нюанс. Пашен, Машаен школа Емано. И тут Паша Машаен школа Емане. То есть имеется в виду, что Паша с Машей идет, да, а не Маша с Пашей. То есть Маша тут не выбирала. Паша выбрал, что он с Машей идет А в школу. предлог вместе не... вот вижу. Да, вот используется. может быть усилено за счет предлога, вот, да, Мгм. Паша Машаен чош школа Емане. Угу. А если Чушин, то еще... Там дальше, да, там дальше я про это написала. А просто как предлог он есть такой, используется или... Нет, у нас нет предлогов. У нас суффиксы. После лог, вернее. Послелог, есть послелог, как послелог может восприниматься чошен, но мы о нем еще там дальше потом поговорим. Угу. Вот, Коля. Нырыш бачте мужденен одной марки кужин бачтано. Угу. На первую зарплату надо непременно купить подарок. Указание на вид совместительства. Да, ну вот это может быть более сложно, но это и, мне кажется, уже уровень такой прям. Количественные характеристики, например, стоимости, объем длины. Угу. Щу монетен бузочку, продаю за 100 рублей. Да. Собственно, объектное значение СОС, абонент, то, не обращаюсь к абоненту. Угу. Указание на объект или область распространения действия. Мнама поехал, был кружакен кивалтен. Моя старшая сестра руководит кружком в клубе. Да, вот здесь более понятно, потому что соответствует русскому. Угощают табанями тоже соответствует русскому. А вот это я продаю 100 рублями не очень соответствует, поэтому немножко вот непривычно. И последнее в данном пункте указание на качественные характеристики объекта. Воин, нянчи, не потевал. Мне хотелось бы съесть Да, хлеба с маслом. да. Угу. И причинное значение, Михаил. Удмурт садик эвелен, нелпиоси, джуч садике менези. Угу. Из-за отсутствия удмуртского детского сада мои дети пошли в русский детсад. Угу. Вот эта конструкция ЭВЛН из-за отсутствия, по причине отсутствия. Угу. И еще второе. Жадитунне со Шинашкыль. Чиняшкил. Скальосин устал сегодня из-за этих ненавистных коров. Да, но тут, если прямо переводить, то есть я устал сегодня с коровами, с этими ненавистными коровами. Угу. Ненавистные это еще. Вот это причина шинашкыль. Шин это перед глазами, то есть шинашкыль, они мне надоели, они мне намазолили глаза, вот в таком значении, то есть я их видеть не хочу уже. У меня глаза устали, замучились от них. Вот этот 4 пункт, он даже для носителей уже редкий. То есть вот это ЭВЛН, это уже очень редко произносят, к сожалению. Вот. И 5 про темпоральное значение прочитает Артем. Да. Шунет куазен Куажен. нлпиос пидлон шудо. В теплую погоду дети играют на улице. Угу. Педлон или урамын, да, вот у нас южане. Угу. Ну ноже куажен днем. Угу. Ну, ноже куажен, это, знаете, обычно употребляется средь бела дня, да, ну, ноже куажен, типа, да, средь бела дня там украли, еще что-то. Угу. Уй ин. Угу. То есть здесь я просто хотела показать, что уй это ночь, уин ночью. Угу. То есть как пишется. Умой. А спокойной ночи как сказать? Спокойной ночи. Мой баб. Да, обычно говорят, спи хорошо. Умой баб, яке умой кэл, яке умой ищ. 3 глагола.
И лекикел. Есть еще очень красивое слово, образовано тоже. Дремать. Ныр у луны. Ныр это нос. Дальше либо жить, но скорее всего ул от слова под носом. То есть ныр у луны это дремать, то есть, видимо, вниз нос опускать. Ныр у луны дремать, да. Мне кажется, интересно образованное слово. Угу. Олёш, мы сегодня берем 2 новых падежа. Мы сейчас разобрали первый творительный падеж, когда у него такие общие, да, в общих чертах, если сказать, значит, у него значение с кем-то, с чем-то. Я иду с кем-то, я живу с кем-то и так далее. Или какие-то орудия. Я пишу, вот в русском языке говорят ручкой, ну в удмуртском это будет за счет суффикса все. Ручкаен, гожьяшкишко, да, камераен, гоштышко, записываю камерой, и так далее. Я иду пешком, пыдын-манышко. Тут, значит, вот те, которые необычны для вас, это про одежду, что если человек в какой-то одежде, то он с этой одеждой. В русском языке про 2 компонента все-таки возможно сказать. Говорят, он с бородой или он с галстуком. Вот. А по поводу «я лечу на самолете», в русском языке же возможно «я лечу самолетом». Да. Ну вот про одежду менее характерно для русского языка. Вот вы говорите 2 примера. Ну, борода и то не с одеждой. Не одежда, да. А удмурты скажут человек не с бородой, а он бородатый, то есть не скажет, что он с бородой. То есть можно сказать Тедди Деремен, Лаш? Да, в белом платье, девочка в белом платье. Угу. Дальше вот Паша с Машей, можно сказать и к 2 словам, к 2 людям добавить суффикс, а можно только к 1. Можно еще усилить за счет слова чош. Дальше вот 3 пункт и 4 пункт, они более редкие. Из 3 пункта, мне кажется, более частая вот эта форма, что я купил за 100 рублей щуманет, или там щуманетен башти, то есть купил 100 рублями, да, или продаю 100 рублями. Вот в русском так. В 19 веке было выражение в русском языке «куплю высокой ценой». В газетах часто объявляли. Ну вот. Значит, что-то подобное. Все остальное более понятное, то есть вот угощали чем-то, напоили чем-то, моя сестра там руководит чем-то. Вот причинное значение это вообще редко употребляется, а 5, ну, уин самое, наверное, частое, то, что вы встретите, а остальное тоже более редко. Угу. Умой. Значит, что с творительным падежом, если есть лично-притяжательный суффикс? Это следующая страничка, идем дальше. Угу. Значит, если есть притяжательный суффикс, вот в именительном падеже это звучит как моя, ой, с мамой, тут мама просто, первое, анае это моя мама просто, тут я описка, да, моя мама. Анае твоя мама, анае его мама, анаймы наша мама, анайды ваша мама, анайзы их мама, да, то есть все понятно, вот эти суффиксы. Значит, творительный падеж необычен тем, что тут нам надо будет немножко думать, если есть лично-притяжательный суффикс. Он будет, лично-притяжательный суффикс, немножко меняться и будет перескакивать в конец слова. То есть нам во всех формах надо будет суффикс «ена» добавить как показатель творительного падежа, и потом только показатель лично-притяжательного суффикс только. Да? То есть у нас «моя мама» — это «анае», а с «моей мамой» «анаеным». Да? «Ены» ставится как творительный падеж, «м» как «моя». «Анает» — твоя мама, «анаенит» с твоей мамой. Угу. Рома, лучше, пожалуйста, анае. Анаен из... Угу. Дальше.
анаймы, анаенымы, анайды, анаеныды, Мгм. анайзы, анаенызы. Мгм. Да, смотрите, по сути характер суффиксов притяжательных не поменялся. Вот в первом лице надо запомнить, что «м» — это показатель, да, первого лица. Во втором лице «д», мгм, в третьем «з», а во множественном числе вообще все совпадает, просто надо вклинить еще «ены» суффикс Мгм. между корнем и лично притяжательным суффиксом. Вот, тут тоже будут слова исключения, где не «ены» будет суффикс, а «ины». Да, вот это слова из категории неотчуждаемой, про которую мы говорили. Давайте вот также параллельно прочитаем «кии кииным». Олёш. Так. «Кии кииным». Угу. Моя рука киы, Угу. моей рукой кииным, Угу. твоя рука киыт, Угу. а твоей рукой кииныт. Угу. Его рука это киыз, Угу. его рукой киизыныз, Да, его рукой или своей рукой, да, вот. наша рука кимы, Угу. нашей рукой киинымы, Угу. ваша рука киды, вашей рукой киыныды, их рука кизы. А что И- значит наша рука? Ну, То есть А мы их рукой своими кииныш. руками. По-русски это, да, тут, наверное, надо было множественное число писать, но это означает аскины мы. Мы своими собственными руками загубили дело всей своей жизни, например. Вот в таком предложении. Угу. Все дочитали, да? Мгм. Умой. Здесь можно отметить еще, что можно усиливать ас, да, словом ас это соответствует свой местоимению. То есть аскиным своей рукой, аскины и так далее, асщинмыным своими глазами. Я понял, это император Николай II говорит, наша рука. Асщинмыным. Мне кажется, все-таки здесь одного не хватает притяжательного склонения. Множественного числа притяжательного склонения. Кинымы? В смысле, чего не хватает? Множественное число притяжательного склонения таблицы не хватает. Нашими руками, например. да? Киосынымы. Угу. Ну, то есть, если еще множественное число, то что у нас будет? С анай, йос, ны, мы. Угу. Киос, мы. Ну, весьма просто. То, что даже... То есть множественное число еще раньше стоит, чем падеж. Угу. Угу. Умой. Давайте попробуем сначала почитать предложение, потом еще я вам что-нибудь придумаю. Олёш, он увидел своими глазами по-удмуртски. Там вот под таблицей ас. Так, он увидел своими глазами. Ас чинмыныс аджиз. Угу. Да, вот то, что я говорила, ас своими. Угу. Илья, следующее предложение. Пины шонты. Угу. Знакомы. Шанер. Чем я иным улычко живу в семье. Угу. Пио сыныды, дань ящкичкады. Угу. Вы гордитесь своими сыновьями. Шанер, да? Пи мальчик, пиос мальчики, сыновья, пиосыныды вашими. Ины суффикс творительного падежа, ды второе лицо множественного числа. Доска подсчета с этим словом, да, пишешь? Да. Угу. Бускельёсынызы уктупало. Не ладят соседи Мгм. со своими. Бускель это сосед, бускельос это соседи, йос, да, множественное число. Ины суффикс творительного падежа, изы это лично притяжательный суффикс. Угу.
И вот смотрите разницу между чош и чошен. Вы будете видеть и то, и это. У чош значение вместе, а чошен сообща и будет синонимом кужа. Давайте посмотрим предложение. Коля. На иным чош мамочком мы идем вместе с мамой, Мгм. а на иным чошем гиным мамочком мы идем или едем только вдвоем с мамой. Мгм. В южном диалекте чошен переводится как вдвоем, а северяне чошен используют в значении совместно, вместе, в скалькером-то. И поэтому у нас на этой почве недопонимание возникает, да, потому что если южанин скажет чошен, а мы спрашиваем, а сколько вас человек? А для южан это определенно, что это только 2 человека.